Здравствуйте, время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. Не дай вам Бог жить в эпоху перемен, устоявшееся выражение «мудрость», которую приписывают Конфуцию. Я сейчас не буду уходить в философские споры. Понятно, что в этой фразе есть свой глубинный смысл, высшие ценности, согласно конфуцианству, знание, мудрость, упорный труд и совершенствование в своем мастерстве. И резко парировать не буду, мол, перемены – это такая профилактика застоя, иногда в жизни нужен резкий поворот. Все имеет свою цену, последствия, смысл. Однако для страны и гражданина, переживших уже с десяток кризисов и просто экономических катаклизмов, и несколько, можно сказать, глобальных тектонических потрясений, затронувших все мировое пространство, скажу так. В текущей ситуации для России и мира в целом перемены – это благо. Это выход из тупика. Это развитие. Нам нужно создавать новые институты развития и насыщать деньгами те, что уже созданы и работают. К примеру, есть такой фонд развития промышленности. Недавно прошла информация, что произошла его докапитализация на 20 миллиардов рублей. В 2021 году фонд выдал 229 займов на сумму почти 52 миллиарда рублей. Надо понимать, даже в масштабах одного Татарстана сейчас этого недостаточно. 20 миллиардов, 50 миллиардов – это солидные подспорья в развитии одного промышленного центра, города, такого как Нижнекамск или Набережные Челны. В масштабах страны нужны инвестиции на порядок больше. Это если ставить действительно амбициозные цели и задачи. Не говорить про то, что нужно продержаться, выжить в условиях беспрецедентного санкционного давления, а, скажем, наметить для себя такой ориентир. В области нефтепереработки в ближайшие 10 лет стать в один ряд с мировыми лидерами. Поэтому хороши или плохи перемены – вопрос личный, вернее, личного отношения к этой ситуации. Я не боюсь перемен. Да, хочется, чтобы за поворотом тебя не подстерегали страх и боль. А для этого нужно самим быть активнее, смелее, мощнее. Так что для тех, кто готов и даже хочет перемен, другая китайская народная мудрость. Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Если вы возразите, что это очень трудно, требует больших затрат и времени, приведу пример того же Татарстана и компании «Таиф НК». Нефтепереработка в нашей республике в сравнительно сжатые сроки стала одной из самых экономически значимых и высокотехнологичных отраслей. Как сегодня предприятие развивается, какие кадры на нем работают, расскажем в нашей программе. С вами «Реальная экономика». Смотрите сегодня. Профессиональный праздник. В Нижнекамске чествовали лучших нефтепереработчиков и нефтехимиков. Каким в этом году мы запомним День химика? И какими государственными наградами были отмечены работники компании «Таиф НК»? Эффективная нефтепереработка. Как ее добиться? Формула успеха от компании «Таиф НК». Топ-5 достижений компании по версии программы «Реальная экономика». Профессионалами не рождаются, ими становятся. Какую роль конкурсы профессионального мастерства играют в кадровой политике «Таиф НК»? Расскажем подробно. Я недавно подумал, а вы знаете, как еще можно определить, что экономика России постепенно выходит на траекторию устойчивого развития? Можно даже не следить за финансовыми и другими показателями, курсом валют и ценами на энергоносители. Вместо этой информации нам стали важнее собственные программы, проекты, технологии, успехи и проблемы. О них тоже нужно говорить, обсуждать широким кругом экспертов, общественников, экономистов. Я не вижу в этом ничего зазорного. Наоборот, это правильно, когда от представителей Совета Федерации появляются сигналы, что программа импортозамещения в стране провалена, как заявил сенатор Андрей Клишес. А чуть ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала для себя неприятное открытие, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла внутри страны. Все верно, критика – дело хорошее, только надо идти дальше. Все мы понимаем, что у каждой проблемы есть свои фамилия, имя и отчество. Их нужно назвать, возможно, наказать, извлечь выводы и далее наметить пути решения. То, что сейчас страна находится в режиме ручного управления, вполне нормально. В период беспрецедентных угроз и санкционного давления только так можно сохранить устойчивость экономики. Мы видим, федеральное правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным реагирует очень оперативно и выверенно. Результаты есть. И более того,
План по изоляции России бесславно провалился даже со стороны западных стран, что уж тут говорить обо всем остальном мире. Очень важно подчеркнуть, что мы не закрываемся от Запада сознательно и, более того, сохраняем экспортные поставки по значимым позициям, в том числе и по сырью. Однако логично и очевидно, Россия меняет стратегическое направление экспорта, во многом вынуждена в пользу более надежных партнеров на Востоке, и, боюсь, это долгосрочный тренд. Это первое. А второе, мы совершенно точно будем более амбициозно осваивать рынок внутренний. Это уже стратегическая линия. Нефтепереработка и, как следствие, нефтехимия в этом плане отрасли также стратегические, по крайней мере, в Татарстане. У нас уже можно смело говорить, выстроилась определенная производственная цепочка, которая работает и приносит результат. Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия. Чествуя работников отрасли на дне химика в Нижнекамске, Рустам Минниханов отметил, сегодня предприятия нефтехимии и нефтепереработки создают более 40% общего объема промышленного производства в регионе. Наша стратегия 2030 одну из ключевых ролей, как точки роста экономики, отводит именно нефтехимия. Мы движемся в этом направлении. А развитие нефтехимии, надо понимать, напрямую связано с нефтепереработкой и нефтедобычей. Как в этом году прошел профессиональный праздник, какие награды получили работники компании «Тайф-НК» в нашем репортаже. Заслуженный химик Республики Татарстан присвоено оператору технологических установок нефтеперерабатывающего завода акционерного общества «Тайф-НК» Илюхину Игорю Альковичу. За добросовестный труд награду из рук президента получает Игорь Илюхин. На нефтеперерабатывающем заводе он работает 17 лет. Высокая награда по заслугам, считают коллеги по цеху. Игорь Аликович и сам опытный, квалифицированный работник и наставник для молодых сотрудников. Уже обучил 12 специалистов. Очень приятно, что оценили. Большое спасибо. Я был удивлен, конечно, но очень приятно это, опять же. У нас очень дружный коллектив, хотел сказать им большое спасибо, потому что без их помощи это вряд ли бы получилось у меня. Все помогаем друг другу. В такой день высокие награды получают самые достойные и уважаемые. Среди них и Фанис Миннибаев. Он получил заслуженную награду в номинации «Ветеран химической отрасли». Почти 30 лет в профессии. На Тайф-НК работает с момента строительства, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию главной установки нефтепереработки ИЛОУ АВТ-7. Очень приятно, что сегодня меня туда позвали, конечно. Это спасибо руководству, что не забыли меня. В течение 29 лет я отдал эти работы, конечно. Коллектив дружный был всегда у нас. Поздравляю всех химиков, с Днем химика. Всего же в честь Дня химика более 80 работников нефтеперерабатывающего предприятия АО «Тайф-НК» были награждены почетными званиями, благодарностями и грамотами разного уровня. Это важная часть корпоративной традиции компании. Тайф-НК, имея статус одного из лидеров отечественной нефтепереработки, продолжает активно создавать новые и развивать действующие высокотехнологичные производства, занимая достойное место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных предприятий не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации. Предприятие выпускает ассортимент продукции, соответствующий мировым стандартам качества, обеспечивает стабильное поступление налогов в городской и республиканские бюджеты, принимает активное участие в республиканских, городских, социальных и благотворительных акциях. Сегодня нефтеперерабатывающая отрасль является одной из значимых сфер экономики Республики Татарстан. Она всегда относилась к числу наукоемких и требовала внедрения самых современных разработок. И благо было и есть кому этот процесс осуществлять. Высококвалифицированные кадры – сильная сторона компании. Тайф-НК сегодня является настоящей кузницей кадров, причем не только для Нижнекамска. Коллектив Тайф-НК успешно справляется с поставленными задачами по созданию и обновлению производственных мощностей, разработке и внедрению новых инновационных проектов, что является гарантией достойной жизни нынешних и будущих поколений. Но надо понимать, профессионалами не рождаются, ими становятся. В Тайф-НК это знают как никто. Одним из наиболее эффективных инструментов по поднятию престижа рабочих специальностей и мотивации молодых сотрудников являются конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». Как это работает в нашем репортаже.
Конкурс профессионального мастерства, приближенный к международным стандартам WorldSkills, отличная платформа, позволяющая участникам не только громко заявить о себе, но и развивать профессиональные навыки. Буквально пару месяцев назад предприятие провело конкурс среди лаборантов химического анализа, операторов технологических установок, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. На этот раз работники ТАИФ НК соревновались в двух компетенциях – приборист и электрогазосварщик. 44 вопроса за 10 минут. В теоретической части компетенции приборист конкурсантам предстояло ответить на вопросы, связанные с метрологией, автоматическим управлением, определением погрешностей приборов, охраной и безопасностью труда. В практической части работники предприятия продемонстрировали свои знания и умения выполнения заданий по демонтажу и монтажу приборов перепада давления, по поверке приборов давления, по проведению технического обслуживания, поиску и устранению неисправностей приборов расхода. Как отметили члены жюри, главное требование к участникам – сделать все правильно, а самое главное – в нужной последовательности. Они тут должны показать именно правильность своих действий, последовательность их и понять, еще раз оценить то, что это очень важно, так как мы работаем на опасном производственном объекте, и любое неправильное действие может привести к тем или иным последствиям, угрожающим здоровью прибориста и других окружающих людей. Поэтому эту работу мы должны выполнять точно и правильно. Ринас Зайнуллин работает прибористом на заводе бензинов. Говорит, как услышал о конкурсе «Лучший по профессии», сразу решил принять в нем участие. Готовился серьезно, изучал теоретическую часть, а практику оттачивал уже на рабочем месте. Это один из возможностей реализовать себя, свои планы, также проверить свои знания, показать на практике их, возможно, тебя заметят и будут свои результаты. Для меня лично лишний способ посоревноваться в данной профессии, карьерный рост свой развить, ну и сам развиваться. Не менее сложные испытания ждали конкурсантов и в компетенции электрогазосварщик. Во время конкурса им предстояло собрать на прихватке элементы из углеродистой стали, а также произвести обварку. За выполнением конкурсных заданий, качеством работы следила оценочная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные работники ТАИФ НК. Данные конкурсы, они нужны. Во-первых, они определяют лучших. Во-вторых, они дают стимул не только работникам предприятия, а также учащимся колледжа поравняться знаниями, сравниться с качеством выполнения их работ. Поэтому я считаю, что эта работа нужна. Молодежь тоже не отстает. Молодцы, вот здесь с нами как бы наравне. Два техникума вот участвуют тоже с нами наравне. Также варят, отлично все получается у них. Когда сказали, что пойдут на конкурс, конечно, волновался чуть-чуть, но в принципе ничего такого, это наша работа. И как бы волнение все прошло. Все нормально прошло, надеюсь, все будет хорошо. По итогам конкурса «Лучший по профессии» первое место в компетенции электрогазосварщик занял Дмитрий Журавлев с завода бензинов. На заводе мы постоянно варим вот эти сложные стыки, сварные соединения. На заводе еще потренировался, также поварил. И вот все получилось. Да, конечно, хотел занять первое место. В итоге мне это получилось. Лучшим прибористом признан также представитель завода бензинов Егор Федянин. Я еще никому не говорил о том, что я занял первое место, но скоро об этом узнают мои близкие. В первую очередь я горжусь не только своими результатами и своими успехами, но и за свое руководство, которое мне непосредственно помогало в подготовке к данному мероприятию. Стоит отметить, что одной из главных задач АО ТАИФ НК является постоянное повышение уровня квалификации персонала в соответствии с изменяющимися производственными и социальными условиями. Каждый год на предприятии внимательно изучается потребность производств в получении сотрудниками новых знаний. Далее формируются заявки на подготовку, переподготовку, освоение новых специальностей и повышение квалификации работниками и руководящим составом. Устойчивое развитие предприятия прежде всего является результатом целеустремленной, согласованной и ответственной работы всех работников АО ТАИФ НК.
Кадровая политика компании не ограничивается наймом на работу, а касается принципиальных позиций предприятия в отношении подготовки, развития персонала, обеспечения взаимодействия работника и организации. Постоянное повышение уровня квалификации всех работников является главной целью компании. Работа ведется огромная по повышению престижа рабочих профессий, и по популяризации, но и по популяризации общества. Все равно акционерное общество ТАИФ НК – это одно из самых социально ориентированных предприятий нашего города. В общем-то, с присутствием огромного количества программ поддержки молодых людей, не только молодых сотрудников общества, с огромным по пунктам коллективным договором, который выполняется, с огромным количеством льгот и с одной из самых высоких в нашем регионе заработных плат. В прошлом году в АО ТАИФ НК запустили дуальную систему обучения. Выпускники последнего курса среднеспециального учебного заведения или вуза одновременно совмещают и обучение, и работу на предприятии. Такая практика создает так называемую бесшовную среду для молодых специалистов, давая им возможность заранее адаптироваться к условиям реального производства. В настоящее время у нас работает 24 студента по нашим основным специальностям, таким как прибористы, операторы технологических установок, слесари по ремонту технологического оборудования, электромонтеры по ремонту электрооборудования и сливщики-разливщики. Все они успешно у нас работают, получают полную заработную плату. Что это значит? Они совмещают, получается, обучение и работают по полной программе в основную смену на рабочем месте. Выпускник техникума нефтехимии и нефтепереработки имени Лимаева Артур Шерифулин работает на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ НК оператором технологических установок. На предприятие он пришел чуть больше года назад, говорит, проходил здесь производственную практику, понравилось, поэтому решил трудоустроиться. Все зависит, конечно, от самого же меня, от моего желания. В дальнейшем есть перспектива, да. Если прикладывать достаточно усилий, то можно достичь любой должности, в принципе. Руководство компании уверено, сделать карьеру на предприятии может каждый. Главное – иметь стремление и трудолюбие. Нефтепереработка – это довольно-таки специфичная отрасль. Не так много нефтеперерабатывающих заводов у нас в Российской Федерации. И посещая тот или иной завод, можно найти у многих наших работников, которые в свое время приняли решение переехать в другой город, либо как-то поменять свою сферу деятельности. За вот эту многолетнюю историю ТАИФ НК очень-очень много наших талантливых коллег, работников, либо достигли высоких результатов на собственном предприятии ТАИФ НК, либо занимают хорошие должности в бизнесе, на других смежных предприятиях, как республики, так и Российской Федерации. Нефтеперерабатывающее производство, такое как ТАИФ НК, сложный многоуровневый комплекс заводов, цехов, различных подразделений. Комплекс, который всегда находится в процессе модернизации и непрерывного развития. Поэтому потребность в получении сотрудниками новых знаний появляется постоянно. И сначала она тщательно изучается на производствах, затем каждый из заводов, управлений, подразделений, цехов формирует свои заявки на подготовку, переподготовку, освоение новых специальностей и повышение квалификации работниками и руководящим составом. И заявки эти в обязательном порядке удовлетворяются. Только в этом случае можно быть уверенным в конечном результате работы. Ведь ответственность на работниках предприятия колоссальная. Различные направления и формы обучения, как внутренние, так и получение дополнительного высшего образования в лучших вузах Татарстана, социальные гарантии, создание безопасных и благоприятных условий не только для работы, но и для проведения досуга работников – все это способствует не только достижению высоких производственных показателей, но и формированию высокой корпоративной культуры в АО ТАИФ НК. Что такое современный нефтеперерабатывающий комплекс сегодня в условиях жесткой конкуренции? Мы это наглядно видим на примере ТАИФ НК. Это сложнейшее производство, высокотехнологичное, наукоемкое, высочайший уровень квалификации персонала, что в текущих реалиях не менее, а может быть и более важный фактор успеха. И, конечно, это постоянная нацеленность на результат и модернизацию. В случае с ТАИФ НК это показательный момент. Сегодня это единственный в России нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает высокосернистую тяжелую нефть с отбором светлых нефтепродуктов 95%. Это абсолютный рекорд в России и достойное место на уровне международных нефтеперерабатывающих заводов.
Какие они самые весомые достижения ТайфНК по версии нашей программы в обзоре реальной экономики? История ТАИФ и ТайфНК – история преодоления, история про то, как сама жизнь ставит перед человеком трудные и сложные задачи, на первый взгляд трудновыполнимые, которые затем он героически преодолевает. Решение выстроить собственную нефтепереработку на базе уже существующей установки ЛОА ВТ-7 – колоссальная ответственность, которую взвалили на себя руководители республики и акционеры ТАИФ. Специалисты понимают, модернизировать действующую установку, фактически заточенную под нужды химкомбината, порой намного сложнее, чем построить новый завод в чистом поле. С этого момента на ТайфНК началась и до сих пор продолжается история непрерывного развития, совершенствования и модернизации. Всю жизнь мы что-то строили, все достигали каких-то результатов. То Евро-4, то Евро-5, то увеличение производительности, то увеличение корзины продуктов. Естественно, корзина продуктов всегда была и будет высококачественной, да? То есть этапов было много, но всегда мы шли в ногу со временем. Одна из особенностей ТайфНК – его мультиформатность. Если другие нефтеперерабатывающие комплексы сосредотачиваются только на сырье для нефтехимии или на выпуске моторных топлив, ТайфНК успешно реализует оба этих направления. А общая номенклатура выпускаемой продукции сегодня насчитывает более 50 наименований. Еще одна отличительная черта нефтеперерабатывающего комплекса ТайфНК – перерабатываемое сырье. Это тяжелая, высокосернистая нефть с повышенной плотностью и значительным содержанием тяжелых компонентов, в том числе металлов. Перерабатывать ее сложно и затратно. ТайфНК научился, и в этом тоже уникальность нашего предприятия. Начиная с 2015 года ТайфНК, опережая технический регламент правительства страны, приступил к выпуску бензинов экологического стандарта Евро-5. При этом выпуск бензинов более низкого класса на заводе полностью прекращен. А еще ранее компания перешла на выпуск дизельного топлива, отвечающего самым строгим мировым стандартам. Для ТайфНК это один из главных приоритетов – высокое качество и снижение вредного воздействия на окружающую среду. Евро-5 предполагает 5-кратное снижение в топливе сернистых соединений, а также уменьшение токсичности выхлопных газов. Если говорить о Евро-6, это еще более совершенное экологически безопасное топливо. Свести к минимуму воздействие на природу помогают новые ресурсосберегающие технологии. В компании создана и действует эффективная система экологического менеджмента, задача которой повышение уровня экологической безопасности производственных объектов, оптимизация использования природных ресурсов и предотвращение рисков загрязнения окружающей среды. Один из наглядных примеров – современные очистные сооружения, которые были введены в эксплуатацию на Нижнекамской площадке ТайфНК в июне 2017 года. Это во многом уникальный проект, который в России пока в таком виде нигде не реализован. Цех локальной очистки промышленных сточных вод обошелся компании в 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Это тот случай, когда инвестиции работают, приносят реальный результат. Установки не просто отделяют техническую воду от нефти и грязи, они делают полную очистку. Создан замкнутый водооборотный цикл, при котором все промышленные сточные воды возвращаются в производство. Мощность объекта 500 кубометров в час различных стоков. Достижение такой мощности удалось благодаря современному оборудованию и автоматизированному процессу. Перспективное направление для ТайфНК – производство битумной продукции различных марок и характеристик. Спрос на них хороший, и компания его удовлетворяет в полной мере. Что касается качества битумов нефтяных дорожных, ТайфНК достиг здесь неплохих результатов. Но настоящим прорывом в технологиях стало производство на НПЗ ТайфНК битума полимерного вяжущего. Запуск такой установки состоялся в 2015 году. Применение полимерного вяжущего битума увеличивает срок эксплуатации дорог на 5-6 лет. При этом общие затраты на строительство возрастают только на 1%. Сегодня ТайфНК – это единственное предприятие в Российской Федерации, которое производит модифицированные полимерные дорожные битумы исключительно из своих сырьевых компонентов. Еще одним достижением компании стали высокие результаты не только по глубине переработки нефти, но и по отбору светлых нефтепродуктов. В
Специалисты знают, что это один из ключевых показателей в нефтепереработке. Для ТФНК он имеет принципиальное значение, ведь на входе мы имеем тяжелую, высокосернистую нефть, а на выходе целую палитру качественных светлых нефтепродуктов. Недавно на ТФНК был достигнут важный рубеж. Отбор светлых нефтепродуктов составил 95%. Это абсолютный рекорд в России и достойное место на уровне международных нефтеперерабатывающих заводов. Сегодняшний день ТФНК – это единственный в России нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает высокосернистую тяжелую нефть с глубиной переработки с отбором светлых нефтепродуктов 95%. Это абсолютный рекорд в России, и это достойное место на уровне международных нефтеперерабатывающих заводов. Такие результаты могут быть достигнуты только благодаря высококвалифицированным специалистам. А именно персонал ТФНК, квалификация этого персонала – это именно то наше конкурентное преимущество, сильная сторона ТФНК, которой мы очень сильно гордимся и стараемся поддерживать его на должном уровне. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания.